Слово пацана, криминальный Татарстан 70-х, 2010-х. Я был сам участником группировки в начале 90-х. Ну, всех, и мальчиков, и девочек, и подростков. В общем, на самом деле, раньше это был такой социальный лифт для подростка. Надо сказать, что группировки, в общем-то, никуда не делись. Большое спасибо вам и штабу. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. Слово пацана. Теперь запомни, ты теперь пацан, ты теперь с улицы, а кругом враги. Я родился и вырос в Казани в 1976 году, до 2000 года прожил в нем. Возникает какая-то ностальгия, какое-то переосмысление твоей жизни в родном городе, и хочется отдать должное каким-то образом, любым. У меня это начало проявляться поначалу, когда я уехал, мы тогда дружили с певицей Супер Алиса. Она сочиняла такие на татарском песни в стиле такой синтепоп татарский. И мы тогда коллекционировали, например, фотографии звезд татарской эстрады, типа Салавата Фатхетдинова. И это был способ рефлексии по Татарстану, по Казани. Потом я занимался музыкой, и я начал делать ремиксы на молодых татарских исполнителей. Кстати, очень интересная сцена появилась. Кроме эстрадной сцены, такая серьезная, там, фанк какой-то, рок, в общем, в электронной музыке что-то делать интересное. И я постоянно рефлексировал, как я могу отдать должное Казани. Мне еще надо сказать, что бабушка занимается декоративно-прикладным искусством. Она уже умерла, к сожалению, 2-3 года назад. Флюра Калмурзина. Она такая известная мастерица была в казанского шва. И, в общем, она мне постоянно как-то наталкивала на мысли о рефлексии по Татарстану. И я решил вот таким странным способом рефлексировать, написать про казанские группировки. Я был сам участником группировки в начале 90-х, пару лет. Я создал паблик о группировках и начал находить героев для своей книги. Надо сказать, что формат моей книги — это интервью. Да, и я кое-что знал, не все я понимал, потому что я достаточно в молодом возрасте вышел из группировки, но для этого были люди, которые по 10, по 15, по 20 лет провели в группировках. Кто-то из них провел также много лет в заключении. И мне было интересно собрать такой собирательный образ о том, что... Потому что те, кто родился и вырос в Казани в 80-х, 90-х, в 70-х тоже, в общем, в основном в 80-х, они, наверное, хорошо помнят, что ни одного подростка тех лет в Казани не мог избежать судьбы, что всех, и мальчиков, и девочек, и подростков, и взрослых мужчин, то есть абсолютно. И на самом деле я быстро написал, около 3 лет, и надо сказать, последние полгода я писал вместе со своим редактором. У меня было несколько редакторов, и был такой молодой мальчик, Камиль Садулин. Он бывший казанский журналист, теперь уже московский журналист. И в общем, в тот момент, когда у меня появился редактор, наша работа пошла быстро, потому что правильный редактор задает тебе правильные вопросы, вы начинаете делать структуру более четкой. И, в общем-то, моя задача была рассказать о ритуалах и о структуре группировки. Что это такое возраста в группировке, возрастная иерархия, что такое территория группировки, что такое внешние отношения. И вообще показать, что группировка — это как бы мини-государство в государстве со своими гражданами, то есть пацанами этих группировок, со своими правилами, законами. Это понятие, потому что казанские пацаны жили по понятиям, не только казанские, татарстанские, и со своей даже системой, экономикой и даже налогами. То есть, собственно, общак — это как подзаголовок моей книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 70-х, 2010-х». Надо сказать, что больше всего написано о 80-х годах. 80-е годы — это время самого распространения группировок, когда их было около 100, и они диктовали вообще всю повестку городскую, уличную. Был бы ты подростком, не знаю, молодежью или мужчина лет 30, все равно тебя это каким-то образом касалось. Есть главы, посвященные современным состояниям группировки. Надо сказать, что группировки, в общем-то, никуда не делись. Они изменили немного тактику, они трансформировались, потому что сейчас Россия — силовое государство, Татарстан — это, в общем, так же.
Поэтому они, группировки, не могут так расправить свои крылья, как это было в 80-х и в 90-х, особенно, когда государственные институты были слабы. Но вот по инерции это как-то все еще существует, уже на окраинах города, уже не так глобально, как это было в те годы, но проблема осталась. Это скорее все-таки по инерции. Вот этот инцидент, который произошел в Зеленодольске неделю назад, это две большие толпы подростков, группировщиков, скорее всего, подрались, такая была драка, массовая драка, стенка на стенку. Мир стал прозрачнее. Последние 30 или 40 лет преступность падает во всем мире, включая Россию. Организованная преступность тоже. Сейчас ты где-то украл, тебя по камере слежения довели до дома. Кто-то рассказывал такие курьезные ситуации. Подрался в троллейбусе, где-то там уже на следующий день к тебе в дверь стучится участковый и говорит уже... Ситуация с группировками, то, что называлось казанским феноменом в 80-х, она не может вернуться, это уже однозначно. Но мир благодаря интернету стал прозрачным, поэтому где-то там что-то произошло на одном конце планеты, мы уже на следующий день знаем и обсуждаем это уже у себя. Такое ощущение, что всего много, но на самом деле в 80-е, 90-е таких драк было, наверное, по десятку в день. В общем, на самом деле, раньше это был такой социальный лифт для подростка. Подростки во втором или в третьем поколении, родители приехали из сельской местности, менталитет сельский, там охрана своей территории и драка стенка на стенку, это, в общем-то, заложено. Первое поколение, оно как бы устраивается на новом месте, второе уже пытается нести свои устои, внести их в новую канву. Вот сейчас это стал социальный лифт для гостей Средней Азии, как ни странно. Вот одно из наблюдений, 10-е годы, в казанских группировках очень много узбеков, таджиков, таких ребят, которые приехали из Средней Азии. То есть вот там они видят свой социальный лифт. Подростку, уже которому вырос в Казани, уже там 4-5 поколение, ему особенно там делать нечего. Тогда, в 80-е и 90-е, были и дети чиновников, и дети крупных чиновников силовых структур были с этим связаны, но это было лишь из-за того, что ситуация в Казани была гипертрофирована. 100 группировок на миллионный город, с 79-го года Казань миллионник. Сейчас правильный процесс происходит, то есть группировки уходят на окраины, и уже не каждый подросток в них, то есть не каждый подросток видит свою цель или социальный лифт через него. А в 90-е годы вот эти группировки трансформировались во взрослую ОПГ, и тогда миром стали править деньги и экономика. То есть мы, в общем-то, превратились в страну из социалистической в капиталистическую. Я верю, что смотрите, такое есть представление о преступности, оно превратное, о том, что преступность это такая какая-то некая организация, которая противостоит устоям государства. На самом деле криминал во всем мире, он скорее, это такая теневая структура, она зеркалит государственное устройство, когда что-то меняется в государстве, меняется что-то и в криминале. И если наше общество будет более правовым, у молодежи будет больше социальных лифтов, возможностей, карьерных каких-то, если будет образование правильное, профессиональное, для кого-то там высшее, учебное, то есть какая-то возможность будет даваться молодым людям в других сферах, то, конечно, это может изжить себя. На что следует обращать внимание? То есть к появлению организованной преступности, даже подростковой, должны быть какие-то предпосылки. То, что произошло в 80-х, смена одного строя другим, а государственные институты в упадке, такого сейчас в России нет. Сейчас государственные институты как никогда сильны, а силовые структуры размножились вообще в каком-то невероятном количестве. Есть полиция, есть Нацгвардия, Росгвардия. Если услугами крышевания в начале 90-х занимались в любом случае бандиты, то есть ты начинаешь заниматься бизнесом, тебе нужно урегулировать какие-то отношения с другими участниками рынка. Ты идешь за крышей кому? Бандиту. Вы, наверное, сами помните, вы сможете на этот вопрос ответить. А вспомните, в начале нулевых, как говорили, у него крыша уже не бандитская, а какая? Ментовская. А еще лучше прямо крыша ФСБ, все, тебя уже никто не трогает. То есть силовики могут те же самые услуги предоставлять намного более качественно. Большое спасибо вам и штабу. Очень приятно здесь, прекрасная атмосфера сегодня.